Добрый день. Это было 80-е, начало 80-х годов. Скажешь иногда такое, брякнешь, не подумал. Тогда еще насыпь уже сделали, новую дорогу уже начали пролаживать. Асфальта еще не было. В начале 80-х, где-то 83-й, 85-й, когда трасса уже была. И стали покупать первые продержанные москвичи. Вдвоем уже купили. А у меня запорожец был. Я на запорожце уже ездил. И по старой дороге, по грязи, везде. Проходимая машина. Ну вот, тоже в магазин подошел, к магазину. Пошел к магазину. Друг таким скрипом остановился москвич. Выходят оттуда муж с женой, довольные такие, как молодожены. Жена держит в руках камыши. Вот песня поется «Шумел камыш», вот эти камыши. Так, букетик держит. Даже поцеловались, вышли, такие довольные, к магазину стали подходить. Я не выдержал. Мужу говорю, зачем ты жене разрешаешь камыши взять и домой еще нести? Это же уносит мужские головы. Это же нельзя домой. Зачем ты так? Не понимаешь, что ли? А он так рассвирепел на жену. Только что они были улыбчивые, только что они целовались. Как схватил этот букет и стал хлестать жену. Урод, блин, да, 5 букв, которые. Всякие слова. Короче, избавься, что ли, от меня, и давай хлестать ее. Там только эти корешки остались. Я сразу быстро убежал оттуда, нахрен еще мне попадет. Да. Но они сейчас... Не, жены уже нет живых. Они разошлись. Не, я здесь ни при чем. У них своя. Он женился по новой уже. А жены уже нет живых. Вот такой случай был. Давние времена. Добрые. А сейчас сижу только в одну сторону. Проехало за минуту 5 машин разного типа. А тогда было 2 москвича, и да еще москвич был работником совхоза, как передовых дали. Двоим, вместо орденов. Да запорожцы были у инвалидов войны. Я не инвалид, но запорожцем я тоже был.